Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Одного из самых известных в свое время и очень много сделавших для татарской скульптуры и вообще для татарского искусства скульпторов. Его имя Садри Салахович Ахун. Здесь на слайде представляю вам самую известную, наверное, его работу, и, конечно, уже по ней сразу вы должны понять, о ком пойдет речь. Садри Салахович Ахун как раз автор вот этой композиции. Она называется «Владыка мира будет труд». Была создана в 1934 году, приурочена к 15-летию со дня образования Татарской Республики. И вот как раз фотография Садри Салаховича времен его работы и жизни в Казани. Садри Салахович Ахун родился в 1903 году, 16 марта. Его родители происходят из деревни Метыски, Большие Метыски. Сейчас это Тюлечинский район. Но родился он не здесь, не в Татарстане, вернее, тогда это была еще Казанская губерния, конечно же, а родился в Екатеринбурге. Как вот говорит как раз Рустем Нагимович Ахунов, это сегодня проживающий в Казани потомок Садри Салаховича, это его родной племянник. И вот тоже он является таким краеведом и изыскателем, как бы, и занимающимся творчеством, конечно, своего знаменитого дяди. Вот по его материалам установлено, что родился Садри Салахович в Екатеринбурге, но в совершенно абсолютно младенческом возрасте семья переезжает в Челябинск. Челябинск в то время становится таким городом, который является, вернее, он находится на магистрали строящегося Транссиба. Поэтому, конечно, строительство железной дороги влияет на то, что Челябинск становится таким очень мощным узлом и торговым, и промышленным, и туда, через него начинают проходить и различные караваны, так сказать, продукции. И вот прежде всего в Челябинск позвал отца Садри Салаховича, Салахуддина Ахунова, и его брат Закир. Это вот как раз получается отец нашего Рустема Нагимовича, проживающего сегодня в Казани. В Челябинске он родился, вернее, в Челябинске проходят его юные совершенно детские годы, и вот здесь как раз его семья. Фотографии практически, знаете, вот с разницей в 1 год. Вот чуть-чуть на одной фотографии 5-летний вот Садри как раз в центре, и на другой фотографии мы видим единственного мальчика в тюбетейке. Это времен как раз челябинского детства. И поскольку вот он происходил из такой семьи торговцев и предпринимателей, то, конечно, вначале он учится в медресе, поскольку семья, конечно же, глубоко мусульманская, чтящая все традиции. Но, тем не менее, его отдают, поскольку он в такой семье воспитывается, его отдают. Единственное, что было в Челябинске для него очень подходящим, это была торговая школа. В ней он учится, и там достаточно было такое широкое образование, даже такое, что вот как раз один из сохранившихся рисунков, опять-таки из архива нашего Рустема Нагимовича, который предоставил тоже вот для нас некоторые свои фотографии из своего архива, сохранился вот такой рисунок, портрет Садри Ахуна. Но здесь он определяет это как автопортрет, но вот по подписи все-таки у Садри Салаховича была другая подпись. Мне кажется, что это все-таки автор не Садри, а его кто-то нарисовал из, наверное, соучеников. Его облик совершенно юного мальчика, так сказать, в юных летах, но это уже 24-й год, это время Свердловска, да, когда он переезжает в 23-м году переезжает в Екатеринбург, а через год Екатеринбург становится Свердловском. То есть уже там как раз появляется памятник Якову Свердлову, он до сих пор стоит, это замечательный памятник 20-х годов. И Садри Салахович переезжает в Екатеринбург, простите. Вообще, сначала, если мы скажем о его жизни кратко в Челябинске, то вот учась в торговой школе, ее закончив, он становится, там действительно идет работать по этой торговой части, но его великолепные задатки к рисованию, способность к рисованию привела его и в Челябинские художественные мастерские, где он наряду с тамошними учениками тоже участвовал в плане монументальной пропаганды, которая тогда объявлена в 18 году, была объявлена по всей стране. Он
пишет плакаты, украшает город различными транспарантами. Собственно, все это происходило в любом городе тогдашней молодой России, в том числе и в Казани. Такие же процессы происходили. В 23 году, переехав в Екатеринбург, вернее, уже в Свердловск с 24 года, он сразу же поступает в Свердловский техникум, Свердловский художественно-промышленный техникум. Очень немного известно о его годах в техникуме, но вот когда мы в 2013 году провели, заодно вам покажу, да, вот такой сборник научных докладов, провели специализированную конференцию, которая была посвящена 110-летию Садри Ахуна. Инициатором выступил наш музей. Мы пригласили специалистов из Екатеринбурга, и есть там такой замечательный ученый Евгений Алексеев, который поделился с нами и не только своими замечательными фотографиями, которые он нашел в Свердловском областном архиве. Он занимался и до сих пор занимается как раз Свердловским художественным училищем, которые тоже были мастерскими в свое время, в 20-е годы. И, конечно, имя Садри Ахуна, оно достаточно известно для искусства 20-х годов, в истории как раз художественно-промышленной школы. Там Садри Ахун изучает камнерезное дело. Уральские, мы знаем сказки Бажова, да, «Хозяйка Медной горы», конечно, уральские самоцветы, это вообще уральские камнерезы, они известны еще там с демидовских времен, со времен Екатерины. И мы знаем все, бывая в Эрмитаже, эти великолепные вазы, которые там стоят, малахитовые, яшмовые, это все как раз сделано уральскими камнерезами. Эту замечательную работу, этому, вернее, замечательному ремеслу учится там Садри Ахун. И тоже заодно уж тоже с вами сразу показываю, единственная монография о Садри Ахуне 1945 года, прижизненная, казанская, была написана Владимиром Бреннертом. Это эвакуированный московский искусствовед, который в эвакуации жил в Казани. И по заказу Наркомпроса и Союза художников Татарии о самом главном художнике того времени, здесь у нас в Татарии это был Садри Ахун, выпускается такая специальная книжка. И здесь тоже даются, так сказать, эти, как раз рассказывается, вернее, автор говорит о том, что уральское, то есть его камнерезное искусство, то, чему он научился, дальше, конечно, очень сильно ему помогло уже в учебе скульптуре. И да, известно, что в 25 году была Всемирная выставка в Париже, да, тогда молодая советская Россия впервые представляла свои, так сказать, свое художественное наследие и то, чем она занимается на тот момент в современном своем искусстве. И как раз произведения, сделанные Садри Ахуном, участвовали в этой всемирной выставке в Париже, и он даже завоевал одну из каких-то призовых мест, или практически или золотую, или серебряную медаль. Тем не менее, современный вид этой художественно-промышленной школы. Спасибо Евгению Алексееву, когда я была в Екатеринбурге, он меня прям провел по ахуновским местам, скажем так. Мы прошлись, и сфотографировала я это училище, которое теперь занимает теперь уже в другом здании находится. И сохранилась, опять-таки, спасибо Евгению Алексееву, одна из первых его, 23-го года, первый курс работ, как студенты работали над конструкцией головы. То есть это не некий авангардизм, это абсолютно такой нормальный академический учебный процесс. Как раз в это время Анна Голубкина выпускает свою книгу учебное пособие «Как работать над скульптурой», и там все эти работы над каркасом, над строением головы, над работой в анатомии. Все это практиковалось в Екатеринбурге, в Свердловске. Кстати, это же практиковалось и у нас. Тогда у нас был Архумас, Казанский Архумас. Здесь у нас на скульптурном факультете точно так же проходили такие же занятия. У Садри Ахуна вообще была счастливая внешность. Его всегда можно узнать. Видите, да, он в центре в очках. Здесь он тоже. Он слева. Видите, да, второй ряд, слева его голова тут, да, в очках. То есть не только очки, но эти его кудри, его особое такое лицо, оно всегда узнаваемо. Поэтому определить, атрибутировать и увидеть на тех или иных фотографиях, узнать Садри Ахуна очень легко. В отличие, конечно, от других, например, соучеников
которых, вот, к сожалению, даже и не могут многие специалисты. Теперь вообще это проблема многих исследований, потому что, в общем-то, фотографии были не по. Тем не менее, сложно сейчас атрибутировать, кто на них изображен. Тем не менее, вот для Садри Ахуна это, в общем-то, вот обладал он такой замечательной внешностью. Здесь тоже на верхней фотографии, вот он крайний справа в белой блузе, крайний справа внизу. На нижней фотографии тоже его легко узнать. В общем, тоже можете разглядеть. И вот тоже спасибо Евгению Алексееву за предоставление вот этих материалов из Свердловского архива, где есть его свидетельство об окончании по камнерезному делу как раз вот комиссии Уральского художественно-промышленного техникума. Подпись Синайский. Вот этот замечательный педагог, который как раз учил скульптуре, камнерезы, они тоже проходили, естественно, обучение скульптуре, а Синайский был учеником знаменитого Александра Терентьевича Матвеева. Но Матвеев — это вообще знаковая фигура и в искусстве советском, сначала в русском искусстве, потом в советском. Он был как раз учителем Синайского, а Синайский, как я уже сказала, преподавал у Садри Ахуна в Свердловске. И, скорее всего, по рекомендации как раз Синайского Садри Ахун едет в Ленинград после окончания художественно-промышленного техникума и поступает как раз в класс Александра Терентьевича Матвеева. Но Матвеев, как я уже сказала, это была грандиозная фигура, его обожали студенты. Вообще он был представителем Серебряного века, потому что начинал он еще до революции. Его замечательные работы известны с 1905-12 годов. Он оформлял и парковой скульптурой южные наши курорты, Ялту, ну вот южный берег Крыма, вот эти города, Алушту. В общем, известны его работы. К сожалению, многие они уже не сохранились, потому что во время Великой Отечественной войны многие были утрачены, уничтожены. Но, тем не менее, вообще... И он был преподавателем Института пролетарских искусств. Тогда Академия художеств была именно так переименована. Это буквально вот 29-й год была реорганизована Академия художеств, и институт стал называться вот Институтом пролетарских искусств, в общем-то, в духе времени. И Садри Ахун учится там у Матвеева вместе с замечательным тоже одним скульптором, потом немножечко речь о нем будет дальше, Константином Счастневым. И вот вообще ленинградский период абсолютно не изучен. Садри Ахуна белые пятна сплошные. Здесь у Бреннерта очень все достаточно в таком очень хвалебном таком стиле написана эта книжка. Ну, можно дать, так сказать, отсылку к 45-му году, да, как тогда создавались работы. Тем более к 45-му году Садри Ахун становится заслуженным художником РСФСР, народным художником ТАССР. То есть эти звания удостаивались единицы. У нас в Татарстане тогда это был единственный художник, который был к тому времени удостоен таких званий. Ну и вот известно, что скульптурных работ мы вообще не знаем, которые созданы во время ученичества его в Институте пролетарских искусств, но зато известно, что он работал на последних курсах Академии, еще работал и на ЛФЗ, Ленинградском фарфоровом заводе. Это преемники Императорского фарфорового завода. И вот в семье в Челябинске, в семье его родственников сохранилась вот такая скульптура, небольшая фигурка вот этой девушки, которая то ли кормит кошечку, то ли гладит кошечку. Вот она с ведром, да, стоит. Такая замечательная вещь, совершенно в духе вот ранней советской скульптуры. Видите, и подпись на обороте есть, да, скульптура Ахунова Садри, раскраска Протопоповой. И вот есть тоже вот такая фотография очень интересная, где подписано, что Государственный театр оперы и балета бывший Мариинский, Кармен, значит, Садри Ахун, в общем, 1930 год. Тоже пока неизвестно, каким образом вот он в этом костюме, каким образом он облачился в него, то ли он там... Ну, в общем, пока я не могу ничего сказать, тем не менее, очень такая интересная фотография и яркая. Итак, 1931 год. Он заканчивает Институт пролетарских искусств, и выбор его падает на Казань. Он едет в Казань. Что такое была Казань к 30 году в плане художественной жизни? В двух словах, конечно, очень сложно описать, но вообще это был период стагнации, это был период упадка, это был период такой
Ну, вообще, да, именно упадка художественной жизни. А дело было в том, что наша Казанская художественная школа, которая была открыта в 1895 году под эгидой Императорской академии художеств, в революционные годы превращается в архитектурно-художественные мастерские, как и в Хутын, как в Хутемас, которые это было, так сказать, повсеместно, как я уже говорила, по всей стране образовывались на базе академических художественных школ, где они были, образовывались мастерские. Что такое было искусство? Искусство было, это начало 20-х годов, направлено на производство. Академические каноны все отодвигались. Они, ну, как говорил Маяковский или там иже с ним, что Пушкина вообще нужно скинуть, да, с корабля нашей истории. Ну, вот примерно то же самое. Всех академистов надо скидывать, они не нужны, авторитетов нет. Нужно современное пролетарское искусство, которое ориентировано на, то есть искусство в производство. Вот что такое были мастерские. К концу 20-х годов нарастает, наоборот, уже, так сказать, обратная волна, переход, вернее, образуется очень мощный лагерь Ассоциации художников революционной России, которые начинают, то есть левый фронт и правый фронт, они начинают бороться. Естественно, страна к концу 20-х годов откатывается, так сказать, уже опять в сторону реализма. Все левые течения практически сводятся на нет. И если вы знаете, то было знаменитое постановление 1932 года, когда все группировки были аннулированы, объявлены фактически вне закона, и образуется Единый союз художников, Единый союз писателей, союз композиторов и так далее, и так далее. То есть все творческие люди по своим, так сказать, цеховым, по своей цеховой принадлежности, они образуют свои союзы художников. Все группировки, все там бубновые валеты, левые фронты искусства, все, так сказать, объявляется фактически вне закона. И вот наши казанские архитектурно-художественные мастерские. Здесь тоже главенствовал левые силы. Хотя реалисты, художники тоже присутствовали, они преподавали, но тем не менее начинается массовый отъезд художников из-за невыносимой обстановки, потому что это постоянная грызня, это постоянное выяснение отношений, это бесконечное, значит, все это сказывалось на учебном процессе. Ученики, студенты тоже делились на кто-то с правыми, кто-то с левыми. В общем, короче, ситуация была очень тяжелая. В итоге все-таки власти приходят к тому, что Архумас перестает действовать, Архумас уже превращается в институт, то есть это уже высшее художественное образование. Я говорю про Казань, да, сейчас? То же самое примерно происходило во многих других городах. И массовый отъезд художников. Ну, начиная с Николая Ивановича Фешина, который в 23-м году покидает Казань, вроде бы уезжает как бы временно, вот эту, так сказать, всю эту перетурбацию, так сказать, пережить. В Америке у него большие были связи в то время, потому что он выставлял активно, его активно покупали коллекционеры американские, и ему предоставили просто все документы, визы, в общем, помогли. Уезжает массово, уезжает Беньков, уезжает Чеботарев и Платунова. В общем, практически Казань оголяется. Остаются, ну, художники, конечно, остаются здесь, но это без каких-то лидерских, так сказать, вот без лидеров они довольно слабо себя в то время проявляли. И вот на такую почву я просто для этого описывала вам, чтобы понять, куда приехал Садри Ахун. Да, скульптурное отделение, которое существовало и в Казанской художественной школе, и в Архумасе, и в Казанском художественном институте, аннулировано. Институт становится техникумом. Более того, художников сливают с артистами, то есть художественно-театральный техникум. Естественно, кто в лес, то по дрова, очень сложно преподавать, и, в общем, образование становится достаточно слабым вот в этом художественном техникуме, пока не приехал в 26-м году Баки Урманче, который пытается поднять это образование, пытается привлечь татарскую молодежь. Ну вот они, кстати, с Баки Урманче не пересеклись, Садри Ахун. В 29-м году Урманче покидает, вернее, его репрессируют, он попадает на Соловки, в 31-м приезжает Садри Ахун. Его карьера великолепно здесь складывается. Он сразу, конечно, становится преподавателем Казанского художественного училища, но поскольку скульптурного отделения уже не было, скульптуры не было, но лепка-то преподавалась как предмет, потому что, в принципе, художники, они должны трехмерные тоже вещи создавать. Это в любой художественной школе всегда есть лепка, поэтому лепку, рисунок, это все, конечно, вел Садри Ахун. Конечно, выделяется он сразу. Ну, во-первых, профессионал великолепный, да, и камнерез, и скульптор, школа Матвеева.
И, конечно, ему сразу поручаются правительственные заказы. Он начинает работать вот над скульптурными группами, над композициями, над станковыми работами. И вот я уже вам упоминала о его о его сокурснике Константине Счастьеве. В 1932 году Константин Счастьев. Каким образом Константин появляется в Казани? Наверное, они были все-таки друзьями, и я так предполагаю, никаких пока свидетельств нет найдено. Скорее всего, наверное, Ахун его зовет сюда, в Казань, потому что скульпторов нет ни одного, вот кроме Ахуна. Да, все скульпторы тоже, которые здесь были, они уехали. Это Богатырев, это Козлов, это Кудряшов, это были все скульпторы, которые с дореволюционного времени вот до 22-23 года были в Казани и работали. Поэтому вот с 1932 года здесь два профессиональных скульптора. Да, вот сейчас об этих работах скажу. Да, вот тоже не сохранились работы. Они были сделаны для стадиона «Динамо». Стадион «Динамо» тогда открылся, но сейчас он тоже находится, где улица Горького, да, там рядышком. Вот для этого стадиона архитектор Спиранский разрабатывает сам стадион и вот ставит такие скульптуры. Это был тогда, конечно, прорыв для Казани, потому что еще не было вообще В Казани было тогда что? Памятник Лобачевскому с дореволюционного времени. Вот это наша знаменитая пирамида, которая на Казанке. Это памятник Державину. Это все столичные скульпторы, да, ставили, и архитекторы. Ни один местный. Вот первый был прорывной, конечно, это был, конечно, Садри Ахун. И вот его знаменитые работы «Ядрометатель» и «Теннисистка». И вот мы еще к фонтану «Рыбак» вернемся. Работают вот над такими произведениями. Конечно, тема эпоса Эдыгей. В 1940 году должны были праздновать 500-летие эпоса Эдыгей. Тогда вообще была такая национальная большая волна по всей стране. Каждый народ должен был, так сказать, найти в своем наследии, так сказать, в своей истории эпос, который будет прославлять, так сказать, трудовой народ и так далее. И, конечно, Эдыгей должны были праздновать, но вдруг что-то происходит. Да, все художники, композиторы, художники, писатели, все работают над этой темой, на Кейсанбет и так далее. А Ахун, конечно, тоже. Вот на «Соколиной охоте» это, конечно, к эпосу Эдыгей и ряд еще других жанровых произведений. Тем не менее, в 1940 году его объявляют, вернее, сейчас не могу сказать, вот где-то в это же время, перед самой войной, объявляют этот эпос феодальным. В 1944-м, да-да-да, в 1944 году его объявляют феодальным. Какая-то там есть формулировка такая специальная. Все становится под запретом. И, конечно же, у Садри Ахуна, поскольку эти работы были уже известны, ведь они уж и опубликованы, но они опубликованы вот такими очень индифферентными названиями, которые не указывают ни на какой, так сказать, эпос, никакой принадлежности нет. Все это вуалируется просто вот такой жанровыми композициями, которые разрабатываются, национальные темы в которых. И вот, конечно, к выставке, Всесоюзной выставке сельского хозяйства, знаменитой ВСХВ, открытая в 1939 году, конечно, он тоже делает вот эту скульптуру для татарского павильона. Ну, знаменитые, конечно, портреты Хади Такташа, да, в то время он работает, конечно, общается и Муса Джалиль, и Хади Такташ, и Галимжан Ибрагимов. Просто я сейчас здесь представила вам не так много работ. Ну и с главной его темой становится Тукай. К Тукаю он приступает практически вот в 1931-1932 году, как только он приезжает в Казань, как только он здесь начинает работать. Вот, к сожалению, у меня здесь вот не указано, за какой год. Вот видите, вырезка из газеты. Наверное, это вот как раз 33-й, наверное, 34-й годы, когда он вот делает такие пробные, так сказать, еще варианты, разные варианты делает Тукая. Вот это тоже композиция, которая справа, один из один из вариантов портретов Габдуллы Тукая, потому что Тукая было очень много и разного. И вот как раз здесь Константин Счастьев и Садри Ахун. Знаете, я атрибутировала, что это Константин Счастьев. Было вообще неизвестно, что это за мужчина. Фотография известная. Вот, кстати, вот эта скульптура Каюма Насыри находится в наших фондах. Она у нас. И вот он ее сделал в 30-е годы. Но вот смотрите, вот это, во-первых, вот эта обстановка на фоне картин, по тому, что я с Рыбинским писала как раз о Счастьеве статью,
И они мне прислали фотографию его 20-х годов. То есть там совсем юный, но это вот абсолютно он, а это уже казанская фотография. Почему здесь тоже очень интересно, вот это я акцентирую на том, что на фоне картин. Картины-то видно, что художественные, там старые работы, да. Счастлив работал, он преподавал тоже в художественном училище, но он еще параллельно работал в Центральном музее Татарской Республики. Сейчас это Национальный музей. Вот прямо вот в этом здании, как вы выходите из Кремля, вот это здание. Он работал там, работал реставратором скульптуры, работал хранителем фондов. И поскольку в то время с мастерскими было вообще не то что туго, их просто не было в мастерских, а для скульптора вообще помещение — это одно из самых важных моментов. И вот здесь уже понятно, что они вместе работали в одном помещении, причем в помещении Государственного музея Татарской Республики. Потому что вот висят вот эти работы, которые, в общем-то, в хранении, они тоже, конечно, и висят, обычно висят. Вот тут стоят станки, вот тут стоят работы как раз и вот, так сказать, фондовские работы, и скульптура здесь фондовская. Поэтому вот эта удивительная фотография, и, наконец-то, вот теперь я знаю, как выглядел Счастлив, мы знаем, теперь это можно, так сказать, уже абсолютно определенно говорить, потому что вот буквально полгода назад это мне стало известно, я уже поняла, и для меня это было очень такое большое открытие и очень значительное, потому что понимать, как все-таки что кто находится рядом. И вот это знаменитое, еще раз возвращаемся к этой работе, знаменитая скульптурная композиция с фонтаном, фонтанная композиция. Вот посмотрите современный ее вид, и вот как она выглядела, как она была установлена именно тогда, когда проектировал Ахун. Абсолютно отличается такой конструктивистский взгляд художника, скульптора. И, конечно, здорово проигрывает уже вот современный вид, когда мы просто банальный глобус, да, поднимают вот эти мускулистые мужчины, и вот это несоответствие, вот эти гипертрофированных их, так сказать, мускулистых торсов. Конечно, вот эта фотография левая, да, вот этот вариант авторский, он наиболее гармоничен. Он как раз нам показывает вот задумку, замысел Ахуна такой, какой он и был. Вот 36-й год даже есть подпись. Это сделана фотография. 8 марта 36-й год. Ну и вот тоже, как она, так сказать, выглядела в то время. Ну и вот еще раз возвращаемся к фотографии, к работе «Рыбак». Это еще одна фонтанная группа. Сегодня, наверное, вы все знаете, если вы казанцы, наверняка слышали о том, что эта работа восстановлена. Много лет на улице Клары Цеткин знаменитый уж этот рыбак, была сад рыбака, так всегда называли, да, казанцы всегда это так называли. Сад-то рыбака, а вот чаша была пустая многие-многие годы. Я вам потом тоже еще расскажу, почему она была пустая. Без фигуры рыбака, просто стояла чаша. И вот только в 23-м году, когда была реконструкция этого сада, этого парка, все-таки решили восстановить эту скульптуру. И правильно сделали, конечно. Обратились к молодому скульптору Артуру Давыдову. И он по фотографиям сохранившимся, как вы видите, с фотографий достаточно много, он восстановил реконструировал, собственно, работу. Ну, конечно, по пластике я считаю, что работа проигрывает по сравнению с оригиналом, созданным Ахуном. Но, тем не менее, сегодня уже чаша не пустует, это уже тоже хорошо, и снова дает повод вспомнить о знаменитом нашем замечательном скульпторе. Еще одна большая эпопея, связанная с памятником Ленину. В 1940 году разрабатывался памятник Ленину. Я нашла материалы в Российском государственном архиве литературы и искусств в Иргали, знаменитый архив, в котором можно вообще подчеркнуть очень многое. Памятник был, значит, вышло постановление к 20-летию Татарской Республики. А в то время, кстати, это сейчас мы как-то особо не отмечаем, вот столетие вроде прошло, вроде вспоминали, да? Но вот где-то до войны ежегодно очень широко праздновалась дата образования ТАССР. Очень из 3 празднуемых праздников. 3 всего было праздника. 1 мая, 25 мая — День Татарской Республики, и 7 ноября
революция. Все, других вообще праздников никто ничего не праздновал. Поэтому я хочу сказать, что дата была, конечно, очень значимая всегда. Она вот, особенно это довоенной истории касается нашей республики. Уходит постановление Сталина о праздновании 20-летия образования Татарской ССР, об очень широком праздновании. Там многие мероприятия прописываются, и одним из мероприятий значится создание на родине, вернее, значит, в городе, где началась революционная деятельность Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Мы все знаем, что здесь произошла сходка, на которой Владимир Ульянов в 17 лет участвовал в сходке. И как бы, ну, это канонические, так сказать, сведения, особенно для советского времени. Казань — это колыбель, так сказать, революции и так далее. Вернее, юный Владимир Ильич здесь начинал свою революционную деятельность. Без памятника Ленину как-то было сложно представлять уже Казань, уже идеология требовала, так сказать, установления мощного, грандиозного памятника. Конечно, сегодня мы все знаем, на улице 1 мая в Кировском районе стоит памятник Ленину. Знаете, да, его? 1932 год. Скульптор Менделевич, московский скульптор, знаменитый на то время. Ну, он камерный, он такой в духе 20-30-х, а нужен грандиозный. И вот объявляется конкурс закрытый. Что такое закрытый конкурс? Это намечаются несколько пар. Скульптор-архитектор. Значит, берется Москва, Менделевич, в общем, сейчас не могу вспомнить Менделевич, скульптор, берется Ленинград, скульптор Пинчук, это на тот момент самые известные скульпторы, и Казань, 2 скульптора, Константин Счастнев и Садри Ахун. Это участники конкурса. Они официально проходят, так сказать, вот этот отбор. А отбор, конечно, на уровне там Москвы проходил. То есть назначается вот такой закрытый конкурс. То есть всего создается 3 проекта. Ну да, потому что, да, 4 проекта, поскольку Ахун и Счастнев, они должны были создать каждый свой проект. Тем не менее, на каком-то этапе, тоже не нашла упоминания, на каком этапе, Счастнев выпадает, остается только Ахун. Получается 3 проекта. В срок они подготовлены. Проходит в апреле 40-го года обсуждение. Сначала в Казани. Приезжает знаменитый очень на тот момент Хвойник, такая была фамилия, очень известный деятель наркомпроса по культуре, который вел как раз вот эту художественную, так сказать, его была епархия. Проходит очень мощное здесь обсуждение, и Счастнев становится членом жюри. Ну, наравне там с другими участниками. В жюри входят ведущие художники, архитекторы казанские, вот это московская часть делегации, и обсуждается памятник. Все 3 проекта подвергаются критике. Самым критичным... Я это сейчас основываюсь на архивных документах. Эти архивы хранятся как раз в Аргали. Все стенограммы, обсуждения. Чрезвычайно интересно читать. Невероятно интересно, какие там вообще шли баталии и битвы. И, наверное, самым авторитетным мнением был, конечно, мнение Счастнева, потому что это был единственный скульптор в этом жюри, который, ну, именно с профессиональной точки зрения оценивал эти 3 памятника. И вот где-то, не знаю, конечно, объективно это было или не объективно, но именно проект Ахуна Счастнев подвергает самой жесткой критике. Он практически категорично говорит, что для меня, значит, этот проект не представляется возможным. Я вижу здесь, значит, плагиат. Был знаменитый скульптор Андреев, ленинградский скульптор. Я вижу, значит, здесь повтор от Андреева, которые уже были найдены те или иные ракурсы. Вот, кстати, как раз ахуновский Ленин. И он говорит, что здесь излишняя аффектация, то есть слишком, так сказать, экспрессивная фигура. Видите, фигура вперед немножко подается, да, что типа это уже тоже повторы, это уже есть в других памятниках. И вот по материалам этого конкурса, значит, Ахун отпадает, Менделевич отпадает, побеждает Пинчук, ленинградский скульптор. Но начинается Великая Отечественная война. Кстати, в 1941 году должна была состояться и декада татарской литературы и искусства в Москве. Естественно, все это отпадает, все, естественно, все планы не реализуются, и таким образом все это переходит уже на послевоенное время. Я это почему рассказываю? Потому что это, в общем-то, очень таким фатальным образом потом сказалось на
жизни и судьбе Константина Счастного. Ну вот вернемся к Тукаю. Как я уже сказала, что Тукай на протяжении вообще от 30-х до 50-х годов, практически все 20 лет, который жил в Казани Садри Ахун, он все это время работает над вообще и не только над памятником, но и над станковыми его портретами, но памятник становится таким очень важным, его важной частью его работы, его деятельности. Еще до войны выходит постановление тоже, да, кстати, не до войны, а в 46-м году выходит постановление, как раз Тукаю 60 лет. Это было первое празднование Тукая, вот такое, именно когда все это на уровне правительства, объявлялись тоже, вот, ну, как вот по постановлению выходило, тоже массовые мероприятия различные. Тоже было задание дано художникам писать образ Тукая, поэтому как раз с 46-го года начинается массовое обращение художников к этому образу. И, конечно, должен в Казани тоже быть памятник Тукаю. Это еще 46-й год. Работает Ахун над этим памятником. Посмотрите, это вот уникальный материал Эргали. Это вот я там нашла эти фотографии. Вот как сначала памятник, вот сидящая фигура, да, на скале. Тоже все стенограммы есть, все это великолепно совершенно. Читаешь как детектив, потому что невероятно интересно. Высказывания, там абсолютно именитые скульпторы там высказываются. Манезер, Мензелевич, Меркуров, Мотовилов и так далее. Все они, в общем-то, говорят об очень хорошем, так сказать, прочтении этой фигуры, но тоже говорят, что похож на вот это, то, что сидит на таком выступе камня, что похож на Лермонтова. Там есть вот такие высказывания, что вот это надо убрать, что это уже не отвечает современной эпохе. И вот видите, такой вот тоже камень вернее, такой постамент с картушем, тоже с активным введением татарского орнамента. От сидячей фигуры отказывается Ахун. Подходит вот к этому разработке вот очень близко, который сегодня, да, наш памятник, знаменитый, великолепный наш памятник. Да, и вот очень интересно, во время войны в 43-м году вообще в Казани и в Чистополе, как вы знаете, была огромная колония эвакуированных советских писателей. Слышали, да, об этом факте? И Александр Фадеев приезжает, естественно, несколько раз в Казань. И вот когда он бывает проездом в Казани, я не знаю, когда и как они познакомились с Садри Ахуном, они очень сдружились. У них действительно было теплейшее отношение. Я читала письма Александра Фадеева к Ахуну в этом же Аргале. Очень теплые письма. Расспрашивает о жене, жена у него тоже скульптор. Расспрашивает, как они работают, что у них там, что они нового сделали. Я вспоминаю, как мы рыбачили, значит, и так далее, и так далее. То есть Ахун был, кстати, заядлым рыбаком. То есть очень теплые письма. Ну вот смотрите, кончается война, 46-й год, да, памятника Ленину еще в Казани нет. На очереди памятник Тукаю. Но что первее? Перевешивает, конечно, Ленин. В первую очередь все направляется на то, чтобы в Казани появился памятник Ленину. Это чрезвычайно дорогостоящее предприятие. Бронза, гранит, установка, отливка. То есть, это стоило, конечно, огромных денег по тем временам. И надо сказать, что памятники в то время устанавливались единичные, и уж они такой фильтр такой проходили мощный через совет в Москве, экспертный совет в Москве. То есть был невероятный, конечно, отбирались скульпторы единичные, и которые проходили тоже все вот эти, так сказать, все ступени этой иерархии. И вот, конечно, на очереди памятник Ленину в первую очередь. Тукай отодвигается. Не до Тукая, денег нет, тоже масса документов в Рогале, когда идет переписка, Ахун пишет туда-сюда, значит, и обращается на наркомпрос и так далее. Везде отписки, денег нет, финансирование не открыто и так далее. Он обращается к Александру Фадееву. Он ему пишет письмо, есть в Рогале, по имени-отчеству. У них, кстати, уважительные такие были, они очень дружны были на «ты», но по имени-отчеству. Обращается к нему и говорит: «Помогите, пожалуйста. Памятник Тукаю должен быть в Казани. Вот все готово, все уже есть, но нет финансирования». Фадеев в то время председатель Союза советских писателей. Грандиозный абсолютно статус, личность колоссальная в то время, влияние невероятное, связи абсолютно везде. Поэтому
Можно сказать, что мы обязаны вот этим памятником во многом и Александру Фадееву. Вот то, что у нас сегодня он стоит. Наверное, может быть, он бы еще позже когда-то, может быть, был установлен, но именно то, что Фадеев вмешался, вот именно это стало такой отправной точкой, когда дело закрутилось, когда все пошли работы. Но на то время, ну, нельзя вот татарскому-то скульптору, местному-то, как-то такой знаковый памятник. Да, Ленину в 1954 году установили памятник, все-таки первенство было соблюдено, которое сейчас на площади Свободы. Второй памятник тоже 1954 год, к 150-летию университета, юный Володя Ульянов перед университетом. Все, Ленин стоит, можно спокойно, так сказать, уже тукая делать. И, тем не менее, говорю, убыстрил, конечно, вот обращение, вмешательство Фадеева. Нельзя татарину. Ну что это, местные, чего? Нет. Нужно, чтобы столичные скульпторы были, так сказать, их авторство тоже было. Поэтому наш сейчас, ага. Да, тогда, ага, мы сейчас его увидим, да, наш памятник уже еще раз. И тогда присоединяют к авторству Ахуна еще двух скульпторов. Это Писаревский и Кербель. Тогда на тот момент очень известные московские скульпторы. Архитектор Голубовский. Ну, безукоризненный, конечно, памятник, потрясающий. Но вот посмотрите, вот это Ахуновский. Вот он не намного, нынешний памятник, он не намного отошел вот от этого образа, который нашел Ахун. То есть гениальность вот Ахуна, конечно, здесь абсолютно неоспорима. Еще одна невероятно интересная страница, связанная с Ахуном. Это борьба с формализмом. Опять Счастьев. Вот я уже сказала, фатальным образом сказалось на его судьбе. Вот начинается 47-й год, борьба с формализмом. Именно вот на этой конференции 6 автономных республик РСФСР. Она проходила в нашем Центральном музее Татарской Республики. Вот Ахун в самом центре, там в очках, вот чуть-чуть на первом ряду, но немножко в глубине, в самом центре можете его увидеть. Начинается борьба с формализмом. Нужно изыскать формалистов в рядах, так сказать, Союза советских художников, Татария. Обязательно, видимо, разнарядки такие были. А он тогда председатель Союза, Ахун. Кстати, он с 41 по 51 был председателем Союза. Видать, припомнил, как его уничтожал Счастьев на обсуждение Ленина. Это я так предполагаю. Так это, не так. Но слишком все очевидно. Связи тут явно есть, конечно, связь между этими. Вот я привожу, нет произведений Счастьева, за что его обвиняли в формализме, не сохранились. Но для примера есть наша работа из наших фондов. Вот Смирнов, он попал тоже вот под эту, так сказать, под эти жернова. Счастьев, Смирнов и Шамазов. Их объявили, вот, ну, вот формализм, вот, так сказать, главенство формы. Конечно, здесь, да, Сезанн просматривается. Этого не должно быть. Должна быть вот эта передвижническая коричневенькая живопись, да, которая тогда в то время как раз и приветствовалась. Объявляют формалистами вот таких художников, как, например, Смирнов. И наш Счастьев, который был абсолютно, конечно, ну, тоже, кстати, любил французскую живопись, потому что в конце 20-х, в начале 30-х, когда он учился в Институте пролетарских искусств, тогда было просто вот на гребне популярности, увлечения, все художественное студенчество тогда московское, петербургское, они увлекались французскими художниками. Конечно, Сезанн, Марке, это все у них было, и они это все впитали, вобрали. И вот по воспоминаниям Хариса Якупова, я с ним когда общалась, как раз он учился в то время, когда преподавал там и Счастьев, и Ахун, он их прекрасно помнит, как преподаватели. И он помнит уроки Счастьева, я специально именно о нем тоже о нем расспрашивала, что он очень любил вот ставить именно вот такого рода натюрморты, вот где именно форма, цвет, соотношение, потом по материалу разные предметы. Например, вот керамика вот этого поливного кувшина, да, скатерть, яблоко, зелень, стакан чая, стекло, фарфор, металл, ложка, да. То есть вот это разнообразие материалов важно было вот эту фактурность, так сказать, воплотить в этих работах. Вот как раз такие уроки были у Счастьева. Вот значит, вот 47-й год с трибуны вот этой самой конференции
Садри Ахун объявляет формалистами Счастливого, Смирнова и Шамазова. Что такое объявить тогда формалистами? Это значит исключить из Союза художников. А что такое исключить из Союза художников? Это значит внесение во все черные списки, это исключение из всех выставок, это абсолютное лишение всяческих заказов, потому что к выставкам художники делали на заказ работы, они материально получали за это, конечно, средства. Это же советская система. То есть все это исключение абсолютно из всех, так сказать, рядов. И да, вот так он сказал, что худую траву из поля вон. Это слова Ахуна, есть стенограммы. Присоединились некоторые очень уважаемые художники к вердикту Ахуна и сказали: да, они формалисты, их надо исключить, и пусть они вообще, как бы засучив рукава, уже берутся за социалистический реализм. Вот так. И еще одна, значит, виток был. Это борьба с космополитизмом. Но это 49-й год. Там 47-й, 48-й разобрались с формалистами вроде как, теперь пошла борьба с космополитизмом. И вот в этой статье в «Красной татаре» 49-го года есть несколько слов о Садри Ахуне. Это о наших. Там тут и о музыке речь идет, наверное, там читать сложно. Пишет автор: нельзя не вспомнить о брошюре вот этой Владимира Бреннерта «Садри Ахун», изданной в 1945 году по заказу Союза советских художников Татарии. В этой брошюре, написанной с явно аполитической целью, автор потерял всякое чувство меры, превращая мастера татарского искусства в художника-космополита. Автор видит в творчестве Ахуна, в кавычках, «сияние греческого гения» и его значение как советского художника измеряет международными масштабами, тем, что он известен, и его репродукции известны в странах Ближнего Востока. Не дай бог быть известным где-то за пределами своей республики или своей страны. Видите, что Садри Ахуна приписали, вернее, усмотрели вот в описании автором в произведении Садри Ахуна, что якобы вот он его описал как космополита. В общем, тоже очень интересные вот эти вещи. Ну, что случилось с нашим Константином Счастливым в 2 словах? В 1954 году, вернее, в 1951... Сначала скажу, что случилось с Ахуном. Вот эти скульптуры, мы же видели с вами, Рыбак, да, фонтан Рыбак, фонтан Владыка мира будет труд. Они были объявлены в 1951-1952 годах формалистическими. Можете себе представить? Сам Ахун борется с формализмом, изгоняет из рядов формалистов. Но новый состав Союза художников, молодые ребята, которые пришли с фронта, это Харис Якупов, это Лутфулла Фаттахов, это Зуев. Нет, Зуев приезжает попозже. Но это вот художники, которые, так сказать, берут в свои руки вообще как бы вот это молодое искусство, которое должно возрождаться. Делается все, чтобы Ахун покинул Казань. Пошла такая волна против самого Ахуна. То есть вот то, чем боролся он сам, расправлялся, тут же буквально прилетело ему через несколько лет. Он был, конечно, шокирован, и вот Рыбак был снесен, опять-таки, именно как избавление Казани от формалистических скульптур. Хотели уничтожить и «Владыка мира будет труд», вот эту трехфигурную композицию. Не успели. То ли денег не хватило, то ли руки не дошли. А потом как-то вот эта борьба с формализмом, она как-то сама на нет сошла, и благодаря вот этому эта скульптура уцелела. Рыбак был снесен именно в рамках вот этой борьбы с формализмом. Я когда встречала в архиве, да что за формалистические скульптуры? Да о чем идет речь? Я не могла понять, что Ахуна могли, так сказать, в этом обвинить. Но потом нашлись документы, когда говорится, что именно Ахун. На него писались письма из Государственного музея Татарской Республики, тогда был директор Дьяконов. И по словам самого Ахуна, когда он вспоминал позже, вот здесь тоже это опубликовано. Кстати, вот этот замечательный сборник, в котором есть хорошие очень статьи, по словам самого Ахуна, уже в Москве, он говорил о том, что умышленно были уничтожены фактически все его работы, которые были в Государственном музее Татарской Республики,